Здравствуйте. Апарт-отели в Абхазии. Экономическая целесообразность или риски? Предмет нашего обсуждения. Мы не в студии из-за ремонтных работ и ведем прямой эфир из конференц-зала нашего канала. Закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Так называется законопроект, инициированный исполнительной властью. В настоящее время он находится в парламенте, депутаты еще не приступили к его обсуждению. Гости студии. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц, председатель общественной организации Комитет по защите суверенитета Абхазии, Герой Абхазии Иван Мика. И следующий гость нашей программы Алхас Асланзе представляет общественную организацию Абхазской национальной конференции. Еще раз здравствуйте, приветствую вас в нашей, скажем так, студии, такой в конференц-зале, скажем так. И очень хочу вас призвать участников нашего эфира сегодня к аргументированному обсуждению, потому что эмоциональных комментариев мы все начитались, их предостаточно. Хотелось бы серьезного анализа, и до начала обсуждения нашего вопроса, нашей темы, хочу предложить небольшое видео. Смотрим. Режиссер, включайте, пожалуйста. Нужно определиться четко с рынком недвижимости, понять, что можно продавать, а что нельзя. И это полезно будет для государства. Государство будет получать соответствующие суммы, которые будут являться возможностью для того, чтобы изменить и наши, как говорится, концептуальные цели. И мы имеем неконтролируемую ситуацию по продаже значительного количества квартир, собственных домов. Мы хотим просто привести все это в порядок. К этому вопросу нужно подходить очень аккуратно. Но, я еще раз хочу довести до всех. Нельзя манипулировать сознанием наших людей. Вполне возможно, что мы найдем точки соприкосновения, и этот вопрос будет разрешен. Для пользы дела, для страны, для наших людей. Иностранцам можно, если эта недвижимость принадлежит государству. Меня никто не сумеет убедить, когда говорят о том, что недвижимость, которая продается, может привести к потере государства. А что мы сегодня не видим? То, что многие наши люди продают эту недвижимость налево и направо. И никакого, как говорится, дохода от этого в бюджет государства не поступает. Завтра может настать другая совершенно ситуация с этими апартаментами. А это связано с темой демографии. Здесь вот то, что говорил Роин, это вопросы социального порядка. Это вопросы, которые связаны вообще с обустройством государства. Теперь, что касается еще раз апартаментов и термина этого апартамента, который манипулирует сегодня. У нас с вами в истории уже были апартаменты. Вы просто, каждый по-разному это понимаете. В 30-х, 40-х годах коммунистическая партия и непосредственно грузинское руководство построило апартаменты в разных селах Абхазии, на курьих ножках. Их практически подняли с тех земель, где они жили, мы пригласим строительные компании, обозначив им сроки действия закона, обозначим им количественную квоту и дадим возможность на месте хрущевок, которые морально устроили, выстроить элитное современное жилье. Сейчас мы уже встречаем объявление, где в Пицундах продается апартамент, и на каких основаниях нас, скорее всего, в качестве нерезидентов, где законы у нас еще не приняты. Поэтому вопросы решать надо. И российская сторона нас слышит. Не брать во внимание интересы России в Абхазии вовсе не получится. Я буду сейчас говорить как человек, болеющий за свой народ, не менее вышеперечисленных и сторонников и противников законопроекта. Тезис о том, что этот законопроект приведет к потере лучших земель, считаю необъективным, так как те лучшие земли, о которых идет речь, под разным видом пользовательских и арендных отношений были выделены под различные бизнес и проекты. Проекты уже много лет. И
преимущественно национальному инвестору, о котором так часто упоминается в последнее время, в числе которых есть и бывшие чиновники, и ветераны войны, все заслуженные в нашей стране люди. Однако за десятилетия пользования активами в сотни гектаров земли у нас так и не произошло прорывного скачка ни в туристическом бизнесе, ни в сельском хозяйстве. Более того, многие из них все эти годы даже не платили земельный налог. Давайте откроем местные сайты, объявления агентств недвижимости, социальные сети. Под объявлениями о продаже земельных участков размещены номера телефонов продавцов. Ни глав администрации и ни президента. Там указаны номера телефонов наших с вами граждан, может быть, наших соседей, родственников. Давайте начнем говорить уже правду. Из государственной собственности в частную за копейки выводились крупнейшие санаторные и пансионаты, а также за спиной у государства и ее народа продавались за миллиарды рублей третьим лицам. А сколько было выдано нотариальными конторами в Республике Абхазия доверенности иностранным гражданам на право управления недвижимостью, имуществом за все послевоенные годы. Только за 3 года таких доверенностей было выделено 1382. Эта линия является скрытой формой продажи жилья иностранным гражданам. К примеру, только в Гагринском районе за 6 месяцев 2023 года 1394 иностранных граждан обратились за разрешение на работу. До 500 детей, не граждан Абхазии, сегодня обучаются в школах Гагринского района. Это 10% от общего числа учеников в нашем районе. Речь идет о том, что тот, кто будет приобретать эту коммерческую недвижимость, он не будет получать политические права, гражданство. Эта программа носит ограниченный характер, то есть лимитированный характер. Приобретать эту недвижимость коммерческую не имеют права люди, которые не согласны с существованием абхазского государства, которые вели вооруженную или невооруженную борьбу против нашего государства. Люди, которые приобретут эту коммерческую недвижимость, не имеют политических, гражданских прав, они не могут считаться населением Республики Абхазия. Соответственно, никакой демографической угрозы они не несут. Когда проводят параллели о том, что идет колонизация Абхазии, имея в виду то, что происходило в советское время со стороны Грузии, и как они говорят, наши некоторые общественные деятели с 2 сторон, это 2 разные вещи. Те люди, которые проживали в Абхазии, не признавали существование абхазского государства, но имели такие же политические права. Такую ошибку мы допускать не собираемся. Но это нужно нам с вами развивать экономику. А экономика штахроб, да чакала я за механизм, их за армцо за хавранца, их бы сетвет, ай бы шел гейшти ахмауздик отцена. Это околоэкономические спекуляции, настоянные на масле, которое называется политика. Больше ни на что. Тезис такой: мы им не дадим это сделать. Мы придем к власти, мы сделаем это сами. Не только в плане апарт-отелей. Таких тезисов очень много. Хорошо, значит, эти нарезки мы сделали, в общем-то, да, чтобы освежить, наверное, память тем, кто эту историю преподносит искаженно. И я очень надеюсь, что фрагменты, которые мы дали, они не искажают контекст. То есть вот вырвать, чтобы изменить контекст и так далее, это не было нашей цели. Более того, мы, насколько возможно, против этого. Поскольку наши эфиры инициировали наши гости, общественные деятели, хотелось бы начать, наверное, с вас, пожалуйста. Ну, хайчопшит алхас исерия шазан хара уета глаза шабра я яхбас ус расета хуй уяла гадзам из банзар алхас исерия ванги хачаргалон يخوب تجلزا شبه حخيب جلوز يخاحوز وبريخن حرا يخا وصوب يشيل حكاو وبريت جلزا شيخز وي يخا يصير تستعرض صوب يشاطر وي يشو أي وبريخن وي خلاص تخوي شوكا حبخ عاجي وسرحون يحد حقلا وي حبر خاجة الميجيم أخا وي يچغلوز داري رتشوين
Усханги яхеги. Уя яшахаро. Усханги ажлар иртахзамст. Усхани илргана апсва яхаман. Ари хахзухан ишзаквану хакузху хара حزبيا زكوان حي حب خزو زكوان كنا وبسوق يشحب خزو وسخنجي يخجي وبريقم عياش حب ويتم على شجرة بسزام حرا حب بغون وبرا جاجرا ريوني هبجي حوز ويكون يخزايل جركوا عبد الزارة كرقنوم يحب ياشم يرشز أحنكاري يتبز أتيل كويجيرت حرحب بوغون ياز أي حبر جتس أبزاركوا يشياشو عشرة عزبرة يشالقو عزبرة يشالقو وبرزحن وي آخر رقمان يزنكم يومتم وصوب يشرحوس وي لبشبا زيجير بون حرحار حرحنكارا شكلا программа шахцо ишохто зиги ишумё пахцо аха уягана хала азгеуси музей уягана хала харе хаздырзом иқо айлагараква аштахқа ихынхна ахнкари шартазо мачакум уягана хала азгеусу иудзом уимо обрезапан сарасбана гарасхот яанартуи ацлейра дудса уи атаврых салат шафер стахуп сарас таврых цаюб сарей шиздруа атаврых алуп шалаку сиз гвала чот вини бижбер и ашу рисқан ухар палут хара милат пара апсва милат пара аха ахицна خيك أترى و شنك بشقرل تزاري يروي خان يجعلت السيستما يرحيت أبسو بزشا أركروما شكوما يختبيام تزحن وي وسخوتسر إذا خاطر ودخا وبري أخشت نخز أبسو ميلاد пара. Уяштах эсвяшукса апсуа гылон. Апсуа яджагылона система. Уи миллион лаи азамилат ирза ацадзом апсуа ахах гылон. Убра рапхи гылаз царан атымауа Апсна рагара рнырхара. Раб цару бряк. Ранза хара хмачра яхатана. Атома аланхара яна гоз ассимиляция. Раб хиргылан ассимиляция. Яги қалайт уи уже хаб гала район яхаб это يقوب على ريجيونكا يها على يالرزونا سيميلاتسي خالص يقوب يكفوز ريونكا وبريغن وي رابخير جلنا هارتابس واسرا وصوب يشستخو سرا بسبسوشلا سيجلس سراتش فيرستخوب سخيار خوني خبيتا جلزاشا سيجلر تنزيناز جرستخوب Абри проблема абри яхылчиау апартаментку зыцбахухаму а проблема яхылчиау. Хара атурых цаюча хкуна иқоп атурых хаджа ихаму и ишпасхери зиги рыдыркылахо. Иқоп эймаку аха иқоп зиги рыдыркылахо азаквампа. Убри Азакван куиреуп уи инфильтрация хахту. Инфильтрация яна губрёв атбымава аланхара яналагу тыпкчыца. Она
уи еибашьрала акәӡам. Уи ҭынч иаауеит, аекономикатә усқәа роуп излаго. Убри аекономика усқәа рнапахьы иааргот, иацлот, нас ассимиляциахь иианагот атәыуаҩра змоу ауааԥсыра. Аӡәыр иқәиргылома аиҳабыра рганахьала азҵаара иааганы инырхатәуп атәым уаа ҳәа. Нас иара азакәан убыс аҳәома, закәан Азакәан ус иаҳәот. Азакәан ус иаҳәот. Са исышәҭа ажәа сышәҭ. Ус саҭамыз уаргьы ажәа урҭот усҟан иуҳәап. Амамо, изхысҳәаау убриоуп, иара нырхара Шоҭа-иԥҳа баргьы ҭоурыхаҿ ибдыруеит иҟалаз ахҭысқәа. Уи ахаҭа ахьыҭа рҟны ҭоурыхаҿы. Уи иааит, уи ашьҭахь рыхьӡгьы рхырҵеит. Рыхьӡ рхырҵеит. Аиндоевропеисцәа аан, аԥсуаа милаҭ ирзааигәоу рыхьӡ рхырҵан, уигьы економикала иҟаз усуп. Гала раион. Еиҭасҳәот, Гала раионгьы иааз аҭцәа ракәын, азин змамызт, аха аамҭа анца убыс иҟалаз усуп. Абри аҭагылазаашьа уи апрезидентгьы иҳәеит, уи ҳаҳзыҳәан ипроблемаӡам, дара иҳаламхот. Уи иҟоуп лабҿаба, зегьы ижәбаратәы иҟоуп. Дара аекономикатә усқәа рнапы адыркуеит, аха азин роуӡом алхрақәа рҿы. Уи иаргьы иҳәеит, мап ацәимгӡеит. Руслан Хашик азҵаара аниҭа, иара иаахтны иҳәеит, 2% ҳаҟалара проблемаӡам. Избанзар, иаауо иҳаланхо ауааԥсыра азин роуӡом алхрақәа. Аха сара ишысыԥхьаӡо убриоуп, аҭоурых ишаҳәоугьы усоуп. Апартаментқәа ҳрылацәажәап, Леон. Аапартаментқәа ԥсисоуп. Алекциа акәым, аҭоурых азы алекциа ҳамыԥхьап уи. Алекциахь салагаӡом сара. Апартамент ауаҩԥсы азин инаҭот абра аара анхара. Уи лабҿаба уа иануп. Иара иҭаацәа, иара иааихот ахатәа иоуеит. Иара ихатәра азин ақьаад ирҭот. Иара ишихатәу, ауаҩы ихатәра аниоулак, иара ишиҭаху шааиҭаху даанхот. Иаҳҳәап, уа азакәанаҿы иарбоуп хымзрахь или шықәсыбжак рыҩныҵҟа Урыстәыла ацот даауеит. Аха уигьы игәазҭо организациа ҳәа агьагьанӡам. Иара ишиҭаху усоуп дшаланыҟәо. Убри аҟынтә иара уаҟа лабҿаба иану ақьаадуп. Ҳара шәнызықь инарзынаԥшуа, избанзар ижәижәаба нызықь. Уи аҭаацәа раҟны хҩык иҟоуп, еиҳауп, иҟоуп, еиҵоу. Убри ижәижәаба нызықь иара закәан ианӡам, хыфхьаҵ. Уи иануп, иаднагалоу ақьаадаҿы иануп. Уаҟоуп сара усоуп ишызбо. Уи иану оуп сара исҳәо. Сара акы схы иҭҳәааны исҭахуеит. Ҳаргьы ҳаԥхьеит бзиоуп, сылԥыҩлар, суԥырхагахар сҭахӡам, аха хәыҷык нас монологҵас иҟамларц азыҳәан, уара зегь реиҳа ишәарҭан иуԥхьаӡо, убри азакәанаҿ ишәарҭан ҳәа иуԥхьаӡо адемографиа убри саԥхьа исыргылот ҳара амилаҭ идеиа ҳамаз, ҳара ԥхьаҟа ҳазгоз, ҳара ҳхыԥхьаӡара, аԥсуаа ҳхыԥхьаӡара Аԥсны еиҳаҳарцоуп. Ари азакәан ҳара ҳаиааирақәа зегьы, ҳшьакаҭәара зегьы шьҭахьҟа иагоит. Ҳадемографиа иланагот ҳуԥхьаӡоит. Ҳадемографиа, ҳабызшәа, ҳкультура, ари зегьы ахыԥхьаӡара иоуп зегьы рыцку. Аԥсуаа миллионк ҳаҟазар,
ярбан проблемы хам. Леон, на субъектара يقول شرط رغب حيوب خدزو أتاك حرب ناس حيتاخن حوتا يدريجي والله سبجت يا ألوزر ممزر مامو я сам шату. Арал хаски до. أي وجه أبري أي حبر كان خالو بري закона проекта جنا بريوريو حزي نتشجن يلا شجعت ناس يدريجي خرجوا واحد الخاسكي يحطوا خلاص это уезжай на بزيو Спасибо, Ирина Шотовна. Я хочу в первую очередь обратить ваше внимание телезрителей. Я почему позволил себе, обращаясь к Ирине Шотовне, подчеркнуть, что речь не идет о такой формулировке, как анархара. Речь не идет о том, что и в законопроекте в том числе, о том, чтобы перевести сюда людей и создать им условия для того, чтобы они здесь жили. И я конкретно могу сказать на конкретных примерах самого подготовленного законопроекта. Но прежде чем я, если позволите, наверное, будет интересно рассказать о предыстории вопроса, насколько это будет актуально. Коротко о предыстории вопроса. Совершенно очевидно, что формирование законодательства, в том числе в той сфере, о которой мы с вами говорим, должно базироваться на двух таких важных аспектах. Ну, с одной стороны, это защита капитала, как национального, так и зарубежного. Это общепризнанный принцип, в том числе в нашем государстве. Но, с другой стороны, очень важно это сохранение, безусловное сохранение суверенитета нашего государства и гарантии сохранения права на землю населению, народу Республики Абхазия. Вот это вот народу, населения, этноса, это вот самое главное в рамках рассматриваемого вопроса, с чего мы начинали при подготовке данного законопроекта. Очевидно, что туристический бизнес, сфера, о которой мы с вами говорим, очень интересная. По некоторым данным, развитие индустрии в плане строительства апарт-отелей, апартаментов в мире развивается по принципу увеличения в 225%. Это зафиксированные данные. Поэтому было поручение президента проанализировать, какие обстоятельства с данной сферой коммерческой, подчеркиваю, коммерческой недвижимости на территории Республики Абхазия. После того, как появилось первое поручение президента, администрации президента, правительству, была собрана аналитика, которая, мы к ней были готовы, и стало понятно, что на территории Абхазии уже построено определенное, я не буду уточнять, определенное количество апарт-отелей, в которых расположены апартаменты. В том числе уже происходят процессы реализации. Они даже проданы. Проданы, большая часть, одно здание продано полностью, второе здание продано. Мы скажем об этом. Сейчас скажем, да. Сейчас скажем, да. Значит, я же предысторию вопроса рассказываю. Значит, после того, как, если можно, тогда я тоже буду задавать вам вопросы, если мы так ставим. Нет, хорошая память, мне с хаштзом. Значит, после того, как мы проанализировали существующую ситуацию в стране, в том числе и правовые формы обеспечения тех сделок, которые проходят, стало абсолютно очевидно, что все это строительство и продажа происходит по так называемым, мы условно их по-простому называем серые схемы, не запрещенные нашим гражданским законодательством, подчеркиваю, гражданским законодательством, но в то же время это такие обходные пути строительства и реализации таких комплексов. Теперь да, мы... Вы прекрасно знаете, что построены. Теперь я мысль закончу с вашего позволения. Давайте мы ему дадим договорить. Мысль закончу с вашего позволения. У каждого будет возможность. Значит, после того, как было представлено соответствующее поручение, была подготовлена аналитика, и дальше мы в рамках принципа гласности наших действий было принято решение о том, чтобы провести консультации с широким кругом общественности, в том числе специалистов в этой области, общественными деятелями, для того, чтобы получить их видение регулирования тех общественных отношений, которые по факту уже имеют место. То есть строительство апартаментов налицо, факты продажи налицо, регулирование общественных отношений в этой сфере регулировать необходимо. И нам нужно было подготовить некий концепт, который мы подготовили и вынесли на обсуждение. Одной из первых встреч, я могу ошибиться в хронологии, если что, поправьте меня, одна из первых встреч прошла в стенах Абхазского госуниверситета. Когда мы не говорили о том, что у нас уже есть готовый законопроект, мы сказали о том, что у нас есть концептуальные представления, мы вынесли специалистам, квалифицированным специалистам Абхазского госуниверситета, сначала они изучили, потом мы провели круглый стол, на котором обменялись мнениями.
и, соответственно, получили мнение разного характера. У нас есть документ, он у меня здесь находится, он в публичном доступе, консолидированное решение вот прислали нам. Представленный проект закона в Республике Абхазия, предусматривающий внедрение регуляторных механизмов специфической инновационной формы предпринимательской деятельности. Вот я обращаю ваше внимание, что в заключении специалистов АГУ представленный законопроект был назван «Механизмы специфической инновационной формы предпринимательской деятельности». То есть они сразу поняли, что речь идет не о жилой недвижимости, а о коммерческой недвижимости, об разновидности отеля. Специалисты Абхазского госуниверситета написали то, что ЦК Амадзам, ну, я с этим не согласен. Ну, я считаю, я считаю ученых Абхазского госуниверситета специалистами. И поэтому енырца за цакамадзам хасарейса с худзом. У Брезыхан, ну, это ваше право. У Брезыхан ену сабхит. И хочу, чтобы телезрители это услышали, в том числе и могу это сделать. Эффективное управление предполагает направление стихийно формирующихся процессов в желаемое русло. Речь идет опять-таки о стихийно формирующихся застройках в области апартаментов и апарт-отелей. То есть ученые Абхазского госуниверситета тоже подтвердили, что необходимо направить в желаемое русло. На наш взгляд, данная инициатива представляется актуальной, поскольку здесь есть определенный перечень. Первичная экспертиза законопроекта позволила сделать следующие выводы. Принятие законопроекта будет способствовать привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, расходу доходов бюджета всех уровней, улучшению качества гостиничного сервиса и туристического сервиса. Многое другое в отдельном абзаце рассказывается. Давайте. Все правильно. Сути. Все-таки претензия какая? Вот вы видели, да, и вот риски, о которых вот Ливан говорил. Что в этом же документе есть перечень этих рисков и по демографии. Да. Мы сейчас коснемся. Да, мы хотим к этому прийти. Давайте, Андрей Львович. Я вступительное тогда завершу. Все-таки давайте. Дальше на этот были очень ряд важный встреч. вопрос, потому Я что считаю, это что чувствительный вопрос. Абсолютно Зрители, однозначно. которые сегодня нас слушают, для них самый главный вопрос — это вопрос демографии. Конечно, и когда людям мы будем говорить, что нашей демократической безопасности угрожает этот законопроект, вы понимаете, какое восприятие. Поэтому, насколько возможно, давайте попробуем конкретно разобраться и дать зрителю возможность самому тоже проанализировать, самому тоже понять, есть ли риски, или на самом деле это очень серьезная экономическая целесообразность. Давайте поможем зрителю, поможем себе тоже разобраться, но насколько возможно конкретно, пожалуйста. Хорошо, продолжить, если Я тогда позволю себе продолжить. Андрей Мы вам Львович не дали? дал небольшую предысторию. логическую цепочку выстраивал, он что ради был. Да, пожалуйста. Андрей Львович дал предварительно, значит, каким образом формировалась концепция, как формировался подход и в каких рамках проводились соответствующие подготовительные мероприятия к представлению законопроектов и пакета законопроектов, регулирующих данную деятельность. Что содержит в себе этот подход? Я изначально хочу сказать, Ливан, я с вами не могу согласиться, потому что законопроект четко разграничивает все понятия, касающиеся этого направления. И в данном случае я могу в определенной степени разделять риски, о которых вы говорите, но есть суть законопроекта, есть содержание и есть соответствующие результаты, на которые мы рассчитываем. И я думаю, лучше предметно о них поговорить. И я думаю, для вас тоже, может быть, какие-то вещи на сегодняшний день станут более очевидными. Что содержит в себе предполагаемый подход? Во-первых, тот вопрос, который касается стихийной застройки, да, то, о чем говорят, в принципе, все эксперты, которые занимались изучением данной инициативы, давали свое заключение. На сегодняшний день существует соответствующее постановление правительства, которое уже предусматривает такой вид, как апартаменты и апарт-отели. И на сегодняшний день ничего не ограничивает местные органы управления. Совершенно верно. Дайте я скажу, вы поймете, к чему я веду. В данной ситуации такая форма есть, и местные органы управления, руководствуясь данной нормой, могут принимать соответствующие решения. Вместе с тем, значит, речь идет о том, что
в той норме, которая сегодня существует, как вы действительно отметили, речь идет об апартаментах, которые могут находиться в рамках гостиницы и соответствующих комплексов. Предложенный законопроект предусматривает следующее. Апартамент – это расположенное в отеле, я подчеркиваю, нежилое коммерческое помещение общей площадью не меньше 20 квадратных метров, состоящий из одной или более комнат со спальным местом. Апартаменту, еще раз хочу подчеркнуть, придается статус коммерческого помещения, которое может находиться в частной собственности физических и юридических лиц, при этом предусмотрено существенное ограничение. Это очень важное ограничение, которое исключает то, о чем вы говорите. Апартамент не является жилым помещением и не предназначен для постоянного проживания граждан, и в апартаменте невозможно прописаться. Это очень важное ограничение. Нет, Ливан, нет, если подходить к вопросу с юридической точки зрения, это очень важная законодательная норма, потому что из нее вытекают определенные следственные вещи. И в данном случае, как я понимаю, вас беспокоит вопрос, связанный с тем, как нивелировать риски в связи с тем, что данная законодательная инициатива может быть поддержана, и те граждане, которые будут иметь в собственности такую недвижимость, могут ли они претендовать на гражданство? Конечно, нет. Конечно, нет. Это действительно так. Вот смотрите. Я извиняюсь, конечно же, это абсолютно нормально, конечно. Когда люди, которые приезжают там в страну, первые недели, месяцы и годы не имеют права голосовать. Мы сейчас же не о голосовании говорим, мы говорим о праве на гражданство в принципе, вытекающее из этого обязательства, кроме голосования. Вот Андрей юрист, у них появляются имущественные права. Принцип. Права всегда тянут за собой другие права. За имущественными правами появляются социальные права, экономические права. Вы говорите, вот написано здесь, экономическая целесообразность или риски. Но начнем с того, что мы живем в Республике Абхазия. Вы согласны с тем, что Республика Абхазия это продукт национально-освободительное движение? Безусловно, безусловно, и мы все с этим связаны. И мы все с этим связаны, конечно. Нет, конечно, да. И поэтому принцип экономической целесообразности наверняка не первый принцип, по которому не убегайте от своего же вопроса. Вы задали вопрос Андрею Львовичу. Это очень важный вопрос, кстати говоря, потому что вы говорите о каких-то очень... Ирина Шотовна, можно ему встречный вопрос задать? Просто встречный вопрос. Сразу, понимаете, мы такое чувство, что каждый говорит и друг друга не слышит. Да, важно услышать друг друга. Я вас услышал. Да. Вот смотрите, вы наверняка хорошо знаете, что сегодня недвижимость может приобрести, я имею в виду жилую, конечно, иностранный гражданин. И причем это не вчера возникшее обстоятельство, оно на протяжении десятилетий Каким образом? У нас что, сегодня коммерческую недвижимость нельзя приобрести иностранному? На физлицо нельзя. На физлицо но нельзя. На юридическое лицо можно? А какие права отсюда вытекают в отношении гражданства, голосования или каких-то других вопросов? У нас на протяжении всего послевоенного времени любой иностранный гражданин может зарегистрировать здесь юридическое лицо, приобрести гостиницу, завод, комплекс любой, получить право пользования землей, построить новый объект. Но у него вытекают из этого обязательства по получению возможность получить гражданство? Нет, конечно, коллеги, вы не совсем... А брат Денхама? Ну, наверняка есть люди, которые проживают, конечно, и они приводят сюда людей, которые работают. Ну, это не совсем так. Мамо Яшадзам. Хорошо. Уюхо Ливан Яшадзам, а Яшадзам, мамо. Уй Сарасап Шахадзам. Подождите, если они... Ливан, если они здесь, можно я одну секундочку? Я почти молчу, но если вы, как говорите, Ливан, здесь они не остаются, откуда в Гагарском районе 500 детей без гражданства? Ну, большая проблема, конечно. Значит, это проблема... Я уверена, что... квартиры. Ребята, давайте. Абраха аргылара пуско шалат шажа. Яха аусу тыпка отвечте. Яха сар аргылара сасачу издырует ярбан а дефицит дут захамут
аргылицәа ҳамаӡам, аԥсуаа сара скомпаниаҿы сымш аԥсуаа ауп исыдыскылоз. Срыҳәо, шәааи аусура, ирҭахӡам акәӡам, иреиӷьу аҭыԥқәа рымоу. Вы сақшахадзым, Леван, выбирали атель хәыҷк ааиртит, ма ихатә ус ааиртуеит, ма адәқьанаҿы ихатә ус ааиртуеит, ҳара иазыҟаҳҵоит, аха усгьы ҳара аӡыҟаҵара ҳаҿуп. Иахьа аҭыԥқәа иаашәырту аҟаҵа, убри аҟнытә иахьа гастробайтерцәа роуп иааҳго, убырҭ рхәыҷқәа уажәы атаџикцәа, узбекцәа рхәыҷқәа рыманы иааит. Убырҭ рхәыҷқәоуп иахьа ашкол ахь изымцо, арахь изымцо иаанхаз. Аара иаҿуп, избанзар аусура ҭыԥқәа рҟны иҳадаҳкылоит атәымуаа. Абри аргылара ҳаналагалак, зегь ҩыла аусуцәа аауеит. Избанзар ҳара иазыҟаҵаны иҳамаӡам аргылаҩцәа иҳазхаҵом. Убри аҟнытә хәышәҩык ҳәа маму сиздыруеит, сара издыруа сҳәоит. А вот незаконно кто приобретает все это время жилье, у них что, нету семей, у них нету детей, что ли? Почему только Язхо, урҭ шәача аигиргар ҟалоит ахәыҷқәа Гагрантәи ирацәаҩны ашкол цантрԥшьынтәи ирацәаҩны ашкол ахь иныҟәоит Адлер. Убри аҟнытә урҭ амал змоу ауаа ирылшоит рхәыҷқәа ахьырго, урҭ здаԥсыха амауаа роуп, уи сиздыруеит. Хорошо, я могу по-другому вопрос поставить или, в принципе, да, прокомментировать эту ситуацию, да, Ливан, ну тогда по-вашему... Вот я... Сасызҿу шәалага, иазыҟашәҵала аԥсуаа, иазыҟашәҵала Иазыҟаҳҵаанӡа аргыларақәа анаҳкылома, иазҵаароуп еиқәзеиқәсыргыло. Мамо, азыҟаҵараз шықәсыбжак аҭахуп, ирацәаны аамҭа аҭахӡам. Нас абригьы ҳаналага шықәсыбжак иалаҳазхаӡом, иҟаӡам. Ливан иургылои уара, иургылои. Ланагароуп. Многоэтажные дома сыргылома? Убри аҩнқәа ишәыргыло азхәыда. Аҩнқәа сисыргылаӡом. Иургылаӡоми? Азауадқәа ателқәа роуп исыргыло. Аҩны сыргылаӡом. Ательқәа, апарт-отель ургылаца, заказ урҭари ургылаӡом. Иван, если я поняла в начале, да, Давайте я немножко верну. Изначально были другие риски обозначены. Давайте о рисках. Сейчас говорить о том, что самая главная проблема это привлечение рабочей силы, ну давайте откажемся от привлечения рабочей силы. Захьӡу либерализация, а экономика либерализация. Шәара политика, либеральная политика. Сара консерватору. Сара ишысҭаху ауаа азыҟаҵаны. У нас достаточно консервативный, аккуратный подход к решению любой проблемы. И либеральность это тоже неплохо. Абри либерализация. Мамо, Ливан, мамо, Алхас, Азара Юти, как раз таки ты за этого все в данной степени. Слушайте, давайте, вот невозможно с вами вообще общаться. Что это такое? Ты говорил о рисках Алхас. Да? Мы начинали с Ливана о рисках. То есть ты говорил о том, что из имущественных прав потом вытекают другие и так далее. То есть ты в этом видишь риски и обратился к юристу. Давайте. Юрист Андрей Львович, пожалуйста. Я вопрос не задал, он просто может подтвердить или не подтвердить. Ну давайте посмотрим, как он это прокомментирует, потому что для нас это важно. Для нас это важно. Мы говорим, что никаких политических, гражданских прав и так далее у этих людей не будет. Да? Я говорю, что это не важно. А вы сомневаетесь в этом? Права, они рано или поздно появятся. А сперва появятся социальные права, экономические права. Вы по факту, это давайте, вы юрист, в общем-то юристы можете написано, между собой конечно, поговорить. там написано, что это не предназначено для постоянного проживания. Ну, во-первых, как и кем это регулируется, и что такое постоянное проживание. 360 дней это постоянное проживание, не 365, а 360 дней.
Это уже не постоянное проживание. Ну, Алхас, я вижу, хоть юрист, он нигилист. Вот абсолютно нигилист. Ты говоришь, что написано, но что написано? Нет, то есть такое отношение к закону? Написано, но никак закон имеет правоприменительную практику. То есть без этого это просто риторика, которая в этот закон внедрена. Причем Ну, а можно говорить о том, чтобы не такой законопроект принимать? И сказали, Это также не здесь так. написано, что право из приобретателя апартаментов, право получать на гражданство. Ну, ничего, ну не получит. Зато Ну, да, написано, но получит, да? Находясь здесь, Хотите так сказать? В законе написано, но занимаясь получит. экономической деятельностью, занимаясь другими здесь живя, конечно, у него появится и право на гражданство. У нас получается как? Как Вот появится право на гражданство? Как не появится? Он будет здесь жить, находиться, И подаст он будет здесь документы. временно пребывать. Разница. Он будет временно Временно пребывать. пребывать. А миграционное законодательство определяет сроки Оно временно меняется. Так пребывания. же, как вы хотите Хорошо. поднять сейчас этот закон, так же, вот так же ну, вы, так же вот с такой Алхас, же вы говорите, в уверенностью будущем вы поменяется. говорили про Алхас, жизнь нет, народа. все-таки мне... Нет, говорили про майнинг, Хорошо. говорили про Пицунду, Андрей, все. Ну, дайте Андрю Львовичу тогда слово. Все, Алхас, прекращайте. Андрей Львович, пожалуйста, начинайте. Все уже. Давайте. Честно говоря, вот сейчас все очень сумбурно свалено, значит, попробую Ну, разобраться. Вот все-таки что он говорит о о законопроекте. гражданстве, о том, что они здесь в будущем будут проживать, о том, что они здесь будут в будущем будут находиться, тогда давайте. Замедленного действия, а именно немедленного действия. В чем она выражается? Конкретный пункт назовите, пожалуйста, как юрист, Алхас. Я вам скажу. С вами в чем легче она разговаривать, мне выражается. высоко. Конкретно по этому закону в Абхазию имущественные права Да. получают 30 тысяч физлиц с семьями. Ну, допустим. 30 тысяч физлиц. Они здесь будут пребывать, я не знаю, 300 дней, 360 дней. Нет, закон Будут не позволяет. обрастать. Закон им это не А позволяет. что, сколько позволяет? 90 дней. 90 дней, день выезд, 90 дней, день выезд, 90 дней. Сколько дней? Надо 300, ужесточить. 360 Надо дней ужесточить. получается, ну посчитайте. Надо ужесточить. 360 дней они находятся. Я спрашиваю, надо Адлер ужесточить? выезжает. Надо ужесточить. Подождите, я к Алхас, этому ответ мне вернусь. тоже интересно. Надо ужесточить или Конечно, нет? надо, да, Всё, надо. предложение принимается. Не принимается, это не так работает, это работает не так. Ваши планы по переселению сюда людей, заселению, Не-не-не, секунду. заселению, заселению. Потому что это не То есть это не люди, да? Нет, вы 360. ставите вопрос. Алхас, я вас очень То есть прошу. вот эти Алхас, Алхас, я вас позиция, очень я прошу. он считает, что это Алхас, переселение, я правда вас же? лично- Ну, Слушай, я отвечайте буду мне. говорить так, прошу. как есть. Я не буду Передергивать не говорить нужно. того, чего нет. Алхас, По факту. это так хайцат Нет, насущно. дайте я договорю. Получается, они здесь находятся 360 дней. Ну, уже ты занимаются 5 раз сказал 360 экономическими- дней. Но я хочу услышать ответ Андрея Львовича. Экономическими действиями. То есть это что? Это сразу, это люди. Например, у нас абхазцы, граждане Абхазии, они в этом плане очень мало конкурентоспособны с теми, кто может переехать, купить апартамент в другую страну. То есть у нашего населения нет доступа к финансовым институтам, кредитам. Также у нас мало доступа к каким-то технологиям. Плюс еще эти же люди, которые здесь апарт-отели, апартаменты, они там занимаются этими же людьми. Там, в России, это те же люди, те же компании будут здесь строить эти апарт-отели и также будут обслуживать. В первую очередь, это коснется всех Монолог таксистов. пошел монолог. Очень интересно, я могу ему ответить? Как Нет, раз дайте поэтому- я Ну, вообще, до очереди до Андрея Львовича юриста не дойдет сегодня, вижу. Ужесточения, Алхас. я согласен, я Ну, согласен. англ, но я И хаю, это президент, так когда уровень. говорит, что надо усилить законодательство в сфере гражданства, что надо ужесточить пребывание в Абхазии. Я, конечно, согласен, надо усилять. Вообще-то ситуация стала теплее. Я думала, что полное отрицание вообще необходимости. Тут мы уже о качестве законопроекта начинаем говорить. Я говорю о других. О качестве. Нет, другие тоже. Это хороший предложение. предложение. Объективно. Постоянная риторика про инвестора,
про апартамент. Не, про но то, вы что же кто-то- юрист, это слушайте. есть. Сегодня мы закон принимаем, и завтра уже у нас начинается эта стройка, я уверен. Зачем сейчас это усиление. Кто сказал завтра вот это? Послезавтра. Алхаз, Усиление, Кто это сказал? слушайте, этих Алхаз, законопроектов, о которых мы монолог говорим. можно остановить или вообще эфир остановить? А? Может эфир остановить? Потому что мы тоже хотим разобраться и услышать вас очень хотим. Чтобы вы знали, я лично очень хочу вас услышать. Не даете, Андрей Львович, пожалуйста. Да, спасибо за предоставленное слово. Откровенно говоря, Ирина Шотовна, вот я в самом начале начал, и не удалось мне сказать. Смысл моей мысли заключался в том, что я хотел вам рассказать о том, что мы были в нескольких местах, мы провели много встреч, и на этих встречах нам поступило много очень интересных и, на наш взгляд, очень полезных предложений. Были предложения, которые мы не приняли, аргументировали их нецелесообразность и так далее. Но, как вы совершенно верно отметили, вот здесь сейчас уже происходит так называемое предметное обсуждение. И это нормально, когда есть некий концепт, когда есть некая идея правового регулирования какого-то вопроса, и вот наш коллега говорит о том, что нахождение здесь 90 дней с правом выезда, это, его позиция, что это много, нужно сократить этот срок. Я думаю, что депутаты парламента это предложение тоже услышат. Скажу по-другому, если речь будет идти о том, что мы сократим нахождение этих людей здесь так, как вы себе это представляете, вы поддержите этот законопроект? Нет, этот нет, законопроект так тоже мы нет. поддерживаем, потому что Вот. даже Почему? его потому что суть этого законопроекта, она в корне противоречит Все-таки интересам Кристина абхазского Казарина народа. хотела ответить. Вы хотите ответить? Вот мы говорим нужно. об общем, но не говорим о конкретном. Ну, Давай. Давайте о конкретных вещах. Да, давайте о Вы конкретном. сказали очень ключевую вещь, и я думаю, что надо на нее ответить. Вы сказали, что у наших граждан, у местного бизнеса ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Почему? Как вы считаете? Я не знаю. Теперь я вам говорю, один из элементов, дайте я скажу, позвольте мне сказать, один из элементов экономической эффективности, в том числе привлечение достаточно больших ресурсов в экономическую систему республики. А это говорит о том, что у нас появится другой кредитный портфель, и у наших граждан, у малого и среднего бизнеса будут другие условия возможности получения кредитов. А приток денег формирует... Ну о чем вы говорите? Это нормы экономики, Ливан, ну о чем вы говорите? Это как раз говорит о том, что в обороте будет больше финансовых ресурсов. Кредиты должны быть, соответственно, по более низкой ставке, и у наших граждан появится доступ соответствующий к финансовым ресурсам. А это не случайным образом, это абсолютно очевидные вещи. Любой экономист вам это скажет. И зла, это абсолютно понятные вещи. Давайте теперь Ливана послушаем. Вот вы считаете, что это невозможно? Да. Я его материал зигюрстон Ливан, ну о чем? Вот смотрите. Ваш коллега говорит. Есть законы экономики. Наличие спроса формирует предложение. Это значит местный бизнес. Стройматериал ихо зигурстон пиайгор. Ян хой ара. А банк геадртхе тара. Дарбанк геадртхе. Абсо банк хинейцо. А банк пиайгор бриза. Уи хара уиза атаглазаша хамадза. Хара ядру шаку. Нас цара сыму. А так сыфтар стаху. Апсна аторхачи Аллахо апсна. Яхо схат бабхарала бран бицахо. Ахан абрат буширги садзон. Аханги. Это марома обсуагит. Обсуагит, сойты. Обсуагит, снылыжный, цоту басхакар А как Пастар Колома из Бахет? Вот этим летом приехал человек, отдохнул в обычном отеле и уехал. Может получиться так, что в следующем году приедет этот же человек в апарт-отеле, отдохнет и уедет. Ответ на ваш вопрос. Ответ на ваш вопрос. Апартамент Конечно. А закон ара ус ярбо
Яхона и бизнес-пацаны, управляющая компания Рытана, дукснцот. А пара амихарита хозер даот и пси счет дукснцот. Нас ваус джейвот. Нас амцацер. А вюз задъемов и вюз задней что. Нас развивающие ямходные что. Ишықало шакоп, цара шәача бзиан издыруеит. Убри асхема уара иуҳәо, шәача ус ауӡом. Избанзар, дара ужәы адистанционный ҳәа иҟоуп, абас аус руеит. Уа шәача дызцои уара Сибра, ахьҭаха дызцои. Ҳара даанхеит. Шәача иахьа абас уаарылалеит, шәачатәи дубаӡом. Дабантәи ааи, Сибра, Урал, Сибирь, убырҭ зегьы ааны итәахьеит. Аунахь Сибирь аццот, да? Цаӡом. Дистанционный аус имоуп, иҭаацәара иҟоуп, ашколқәа рҿы шәачатәиқәа аӡәык ҩыџьак роуп. Сара шәача ибзиан издыруп, сҭаацәа шықәсык уа иҟан. Сиздыруеит. Ахәыҷбаҳча ҳахьныҟәаз шәачатәи иҟаз, Аԥсны сазааигәан азыҳәан са сҭаацәакәын иҟаз. Егьырҭ зегьы Сибирь, Урал, урҭ иаанханы рҭаацәа зегьы уа иҟалеит. Шәиашоуп игәашәымҭаз Сибрантәи шәача данаҩу уи Урыстәыла дауп. Шаҟа иҭаху убра данхот. Сибрантәи Аԥсынтәыла дааир, Аԥсны ҳара ҳҿы дааир, азакәан ишарбо еиԥш 90 дней дықәнахароуп. Вот самая главная разница. Статистика. Шәнызықь, шықәсык аҩныҵҟа шәнызықь, Қырҭтәылаҟа инеит аҳәаанырцәынтәи ауааԥсыра. Шәнызықь, Қырҭтәылаҟа. Урыстәылантәи Қырҭтәыла. Ежәиак нызықь афирмақәа ааҭыртит. ООО ИП. Ежәиак нызықь. Аԥсны ҳара шәҩынҩажәа жәанызықь ауааԥсыра ҳанхо, ежәанызықь иҳамоуп. Дара шықәсык аҩныҵҟа ежәиак нызықь афирмақәа аадыртит. Изакәу шәымдыруеи? Уазхәыц. Уахь инеиуагьы изусҭацәоу шәымдыруеи? Уи нас аибашьра аҭагылазаашьа иадҳәалоуп. Шәнызықь ауааԥсыра ҟалоит, ежәанызықь арантәи имцо. Иауӡом, азакәан иарбоуп ежәанызықь афирмақәа аадыртуеит. Азакәан иарбоуп ижәижәаба. Ежәанызықь афирмақәа аадыртуеит, ҳара ҳуааԥсыра, абарҭ ҳнапхыцқәа рыла афирмақәа иааҳартыз. Крымфаӡакәа, крымфаӡакәа, Мама аурысқәа изадмыртуеи Иахьа ԥырхага рымоума? Кыпыла изцои ҳа ҳахь изымаауеи ҳҳәа. Иахьа ԥырхага рымоума? Ара ирзаҳәаӡом. Финансла иаҳа Мамо, уа недвижимость иауҭаху аухо. Ҳаҵахот. Аԥсуаа ҳаҵахот. Иахьа ԥырхага сырымоуп. Сара статистикоуп, сара иагьацсыццо. Иван Сукшуп, Сара Сымов, Иван. Алхаз. Иахьа ԥырхага сырымоуп. Неправда это стимулирующий фактор, который будет Наш народ не Абриан Хара рынок. Ну это Алхаз. Уидыруа, раԥхьа, сасесисрҳәа, Владислав раԥхьа идикылаз азакәан убри акәын. Иара идыруа, анхара ҭыԥқәа ирышәымҭан, мамзар ара юзаанкылаӡом. Недвижимость ахора уявӡам ҳазлацәажәо хынтәи, если можно. Вот демографический дисбаланс ожидается. Сагирху один из рисков, о котором вы говорите. Правда же? Оппозиция говорит, им другие общественные деятели тоже, не оппозиционные тоже бывает, что говорят. Но... А конкуренция ҳзычҳаӡом. Значит, ҳара ҳаҵахот. Это один из, кстати, рисков, о которых они говорят. Они считают, что вот эта проблема... Ну давайте тогда министр экономики пусть ответит. Хорошо.
Ливан, Давайте мы коротко. давайте по всем аргументам тех, кто считает, что тех, кто против этого законопроекта, по аргументам лучше пройдемся, да? И вот один из аргументов то, что вот они говорят, что это нанесет ущерб, нанесет ущерб строительному бизнесу, малому бизнесу, так они считают. Поэтому, пожалуйста, ваши аргументы. Значит, ситуация какая? То, что это экономически эффективный проект, это однозначно. В данной ситуации мы говорим о том, что мы привлекаем достаточно большой объем ресурсов для того, чтобы в республике были созданы не только рабочие места, но это могло повлиять на изменение экономической ситуации. Это не может не изменить экономическую ситуацию, потому что мы говорим о достаточно большом объеме строительства. Это первое. То, что сегодня объекты туристической сферы строятся в достаточно большом количестве, это же никто не может отрицать, а это говорит о том, что на сегодняшний день существует повышенный спрос на туристические услуги в Республике Абхазия. Сегодня каждый гражданин... Давайте я скажу, но если нам интересно все-таки говорить предметно, давайте выслушаем. Да? Сегодня каждый гражданин Республики Абхазия, который занимается бизнесом и не занимается тоже, он ждет туристического сезона. Правильно? Для чего он ждет? Потому что это основной источник дохода. Вы же это не отрицаете? Вы же это не можете отрицать. Значит, мы на что должны настраивать себя? На то, что мы должны увеличивать количество мест размещения. А места размещения могут быть разного типа. Могут быть люди, которые хотят приехать сюда не на 10 дней, не на 15, на месяц, на 2 месяца. Я не вижу в этом ничего плохого. Это люди, которые приедут сюда и будут тратить деньги. Более того, это увеличит туристический сезон, он у нас сегодня ограниченный. Наша же задача развивать это направление, привлекать большое количество людей для того, чтобы они могли здесь тратить свои средства, и наши граждане могли зарабатывать. Далее, надо понимать, что находясь здесь, туристы тратят конкретные деньги. И тратят они на продукты питания, на услуги, которые им оказываются, в том числе малым и средним бизнесом. Это же различные сферы направления экономики, которые будут в однозначном порядке задействованы. Я сейчас даже не буду касаться количества рабочих мест. Понимаете, в данной ситуации это будет подстегивать к тому, чтобы поднимать свой профессиональный уровень, получить новые профессии, получить хорошую работу, где зарплата будет не 20 тысяч, а 50 тысяч и 70 тысяч, потому что спрос будет на такую рабочую силу, понимаете? И здесь отрицать эти вещи невозможно. Вы представьте себе в данной ситуации, какой объем ресурсов может быть задействован только на этапе строительства. Только на этапе строительства. Я вообще сейчас не хочу привязываться к количеству... Для тех, кто занимается строительным бизнесом, сейчас я скажу. Это конкуренция. Вот я сейчас к этому веду. Теперь смотрите, вы тут бросили фразу, что речь идет только о песке и щебне. А у нас сегодня почему речь идет о песке и щебне? Потому что такого повышенного спроса не было. А люди тратят деньги на бизнес и на создание бизнеса, когда существует рынок сбыта. А это гарантированный рынок сбыта любой продукции, которую могут производить здесь. В данном случае речь идет о строительстве. Да? Потом на этапе уже эксплуатации и реализации дальнейших действий. Вы представьте себе только в виде подоходного налога, какой объем средств в республику поступит. А внебюджетные фонды, Ливан, как вы считаете, наши ветераны войны заслуживают такую пенсию, которую мы сегодня имеем? Почему мы не должны платить нашим ветеранам 50 тысяч? Наша задача. Подожди. Атак птахума. Харах зейбашваз. Убрезу ханагзам. Харах зейбашваз. Хапсадгил. Апсуайр. Никаларса зухану. Рабкир гылана. Атбамва абрах рыланхара. Да? Хаббухзомыз ахан. Ливан. Дара Шакала, а брже убуса фактора, шай, шнызыкюкава апсыра ахгаб, убриана ахгалак, а брей фей башвоз физухан. Ливан, не надо передергивать. Речь идет... Нет, Ливан, неправильно. Вараюху вяшазам. Мамо, вараюху вяшазам. Мамо, я же... Значит, не так понимаете, Ливан, к сожалению. Значит, не так. Ливан,
Атаурахакын пияу яу. Я шоп. Уи сара силкара сей хабацуи сырта зилкару. Сари шилскао яха яццану быс схучкоги ирыццаны истахупа ацара. Убрекну уи вари узилкаадзум хашпасапху сара. Уи ус бымхаро. Сара силкара убыс иху. Хара абриза, хара абарт абриз цара нахацбалак. А ветеранство парахучко крахта. Ма юнгылара халага пайва уиза ашимцой. Сарас сейчас царство. Хуп ябако программа, а ветеранство парарзто. Ябако. Ябако яха, программа экономика мы пришли к тому, с чего я начинала. НАСА программа ахцо. Нет, так вопрос. Где у нас? Давайте, Иван, вы сейчас, в принципе, сказали то, что я в данном случае обозначила. Для того, чтобы принимать такие решения, нужны источники финансирования. Вы же знаете доходы нашего бюджета? Нет, вы знаете доходы нашего бюджета? Какие? Миллиард. Ну и? Нас? И? Какой объем денег уходит только на заработную плату? Какой объем средств уходит только на... Потому что нет возможности увеличить доходы в таком объеме, что будут удовлетворить спросы, которые есть. Банка информация. Янахас. Вини випс миллиард. Хубей миллиарда бюджета. Уже фи иви хпа миллиард. А банка чья харбит, Нацбанк, а пара харбит 5 миллиард зой. Я бабу шахтку бабу. Кстати говоря, что касается налогов, если проследить динамику поступления налоговых платежей и таможенных платежей за последние 3 года, это достаточно существенная динамика роста. И в данном случае, естественно, прирост есть, конечно. Прирост есть. А бюджет я значит, есть проблемы в налично-денежном обороте, и никто же это не скрывает. Мы об этом часто говорим. Более того, мы о чем говорим? Что есть проблемы. Конечно, нет, уяшадзам. Уяшадзам, Ливан. А хорошо, яха, а ехаму оборотакна, жави миллиард яйцам бы азаров. А уичак басху, сатам барахисху. Увяхаб урустила швини жеба триллион. Яхё, и вив по миллион, триллион, вибиш процент. Так. Оборот ахё. Оборот ахё, абсуа оборот, и уй вибиш процент. Сарафья процент куписхё. Шви вих паб. Шви вих паб. Оборот ахё, харах бюджет. Вя процент мацара, виб журспула арбак замисху. Харах процент описху. Вя баалар, вя миллиард, афях изгана бюджет яла заработал. Кстати говоря, Ливан, правильно сделали акцент. И могу сказать, что в этом смысле, да, сравнивать нас в данном случае с Российской Федерацией не совсем корректно. Российская Федерация одна из лучших систем администрирования налоговой системы. И в данной ситуации сопоставлять эффективность администрирования налоговой системы в Российской Федерации с Абхазией это не совсем уместно. Мы в разных весовых категориях. И с Китаем в том числе. Я сейчас о другом. Хотя мы гордимся, что вы нас сравниваете с Китаем. Слушайте, речь о чем идет? Давайте. Если у вас есть вопросы и претензии, слушайте, вы можете провести абсолютно другой эфир на тему и налогов и так далее. Я вам предлагаю обсуждать. Хорошо. Я вам предлагаю провести отдельную дискуссию, предметную. Мы сейчас собрались вернемся к нашим апартаментам. Мы размываем. Еще раз вернемся к этой теме. К апартаментам давайте
давайте к теме нашего разговора мы возвращаемся. Алхаз, я не знаю, что ты хочешь сказать, но я думала, что вы будете четко свои аргументы против говорить, да? Нет, дальше. Вот смотрите, один из аргументов против, который озвучивает оппозиция, это что лучшие земли, в том числе природоохранные, уйдут под строительство апартаментов. Поэтому давайте мы зададим им вопрос. Есть такой риск? Да. Почему вы за нас говорите? Ну говорите, потому что вы должны говорить это. Говорите. Константиновна, которая сказала очень много таких красивых тезисов. Но, к сожалению, для нас сути это не меняет. Понятно. По апартаментам, пожалуйста, по апартаментам. Да. Вы сказали о строительстве. Я убежден на 99%, что весь этот закон, он как раз поточен именно под этот этап строительства. Нет. Ну, хорошо. Нет, это ваше мнение, но оно не оправдано. Хорошо, не Там оправдано. же дальше Хорошо. сбор минимум идет, Хорошо. ежегодный. Хорошо, нет. Что? По факту получается, Есть же идет сбор, да. неправильно. Но понятно, что все это из-за этого. Естественно, такого не бывает. Я никогда не слышал. И вообще это Ну, может, подход аргумент ваш прозвучать? государственный, когда мы сперва начинаем строительство, начинаем привлекать иностранцев на нашу территорию, а потом уже появятся финансовые инструменты, и мы все защитим. Я хотел сказать о том, что большой диссонанс, большой язык, суверенитет, большой диссонанс в вашей политике. То есть с точки зрения привлечения иностранцев, иностранного капитала, это постоянная риторика, это не останавливается, постоянные законопроекты, постоянные предложения. А с точки зрения защиты языка, суверенитета, гражданства, никаких инициатив просто нет. Не, минуту. Алхаз, вы же юрист? Вы же юрист? Как юрист. Ну, да. Когда первый закон об иностранных инвестициях был принят в Республике Абхазия? Ну, в 90-х годах. Да, почему, не знаете, как юрист? Ну, что привлекать инвестиции, Да, наверное, а почему да? в 90-х годах, когда было все Нет, очень ну, тяжело, такой закон был принят? А в и 90-х годах только этот закон был Нет, принят. я сейчас В говорю, том вы году говорите, закон что о мы говорим об гражданстве инвестициях и вообще Ну, это... назовите Скажите мне, инициативу- пожалуйста, почему в инициативу, 90-х годах был принят закон об иностранных инвестициях? привлекать А значит, это инвестиции. нужно было стране? А никто не говорит, что это не нужно. Ну вы говорите, Но что это я не говорю нужно. о дисбалансе. Весь Нет, я наш так не диалог сказал. сегодня сводится Я к тому, так что не это не сказал. нужно, но это не так. Дисбаланс не нужен. Не надо постоянно А только дисбаланса инвестиции. нет. Как А нет? дисбаланса Назовите, нет. что вы Более предлагаете того, вы по говорите, укреплению гражданства. Что вы предлагаете по укреплению... По гражданству суверенитета? объясните, Андрей Что? Львович, здесь четкие есть ограничители. Вот президент сказал, Здесь есть- нужно укреплять институт гражданства. Какие ему вообще предложения? не даем сказать сегодня. Андрей Львович, пожалуйста. Ну, я бы знал, Все-таки если бы они министр были. юстиции, Если кандидат возможно, наук. да. Ну, давайте. Если возможно, скажу про институт гражданства. Ну, единственное, я очень прошу вас выслушать это, потому что это необходимо воспринять. Про институт Значит, гражданства про не институт знаю. гражданства. Вы говорите про свои предложения. Как В том укрепить. числе, об укреплении, института гражданства в этой части. Значит, действительно, я же не зря с самого начала попытался начать с того, что мы выслушали большое количество мнений, позиций, прежде чем сверстать законопроект, большое количество позиций специалистов. В том числе мы говорили, и, разумеется, с депутатами парламента для того, чтобы понимать концептуальные представления и так далее. И самое рациональное мы выбрали. И вот в рациональной части у нас есть концептуальное предложение, которое родилось вместе с одним из депутатов парламента. Оно заключается в том, что в соответствии с действующим законом о гражданстве у нас мы предлагаем ровно две поправки. Поправка номер 1. Собственник апартаментов, вот если иностранный гражданин, у него есть в Абхазии апартамент, может быть временно зарегистрирован, подчеркиваю, талоны временной регистрации, временно зарегистрирован исключительно в обязательном порядке только в своем собственном апартаменте. То есть купить здесь апартамент и зарегистрироваться, талоны регистрации там у меня дома категорически запрещается. И вторая поправка.
при желании иностранного гражданина подать на заявление на получение гражданства, срок проживания на территории Республики Абхазия в апартаменте не засчитывается в срок постоянного проживания. То есть он может здесь регистрироваться у себя в апартаменте 100, 200, 300 лет, гражданство он не получит от слова совсем. Помимо этого, я закончу, еще предложили, есть действующая норма в самом законе. В самом законе уже предусмотрена норма, что приобретение апартаментов не влечет за собой гражданство. Еще можем предложить русским языком, черным по белому, давайте вообще напишем, что не знаю, владелец апартаментов вообще не может претендовать на наше гражданство. Вообще не проблема. Ваши предложения я поддерживаю. Так или иначе, Сара, Сейчас вы уходите от темы, Иван. Зачем? Подождите, когда они начинают предметно говорить, вы все время перебиваете. Вам вообще красная карточка за то, что вы все время перебиваете. Дайте дослушать, слушайте. Ну, человек мысль доскажет. Причем тут майнинги, уходите вообще куда непонятно. Секунду, Алхаз. Дайте. Зачем вы ходите на политический контраргумент? Вы сейчас зачем перешли на политические контраргументы? Мы же рационально общаемся. Зачем вы сейчас перешли на майнинг? Зачем? Я конкретное предложение озвучиваю. А экономика, это тот вопрос, Ливан, где мы должны подвинуть политику, объединиться и нивелировать риски. Вот об этом мы и вас просим, в том числе, Ливан. Вот я, например, к вам обращаюсь. Договорю. Да. Вот сейчас вот это, на эту тему. Тогда давайте, Ливан, давайте сядем, конечно. Тогда давайте сядем. А я сейчас... Ливан. Я отгылу, я чагылу, ирхабхазара хаздырдзом. Это вот... Еще сдырдзом, еще бхазахома. Зигихрцахома и хаздырдзом. Я же поэтому вам все и рассказываю, что мы действительно пытаемся нивелировать то, что наши друзья, товарищи, и в том числе оппоненты называют рисками. Мы тоже, Ливан, не враги для своего народа. Но я считаю, что такие люди, я убежден в том, что такие люди, как вы, именитые, аджаба, на мой взгляд, вы должны были выступить медиатором, сесть, посадить тех, кто за, посадить. Я не учу вас ничего, я вас не учу, я просто больше, я питаю надежду на то, что вы сможете, чтобы вы смогли бы помочь нам найти концептуально правильные пути реализации этого законопроекта. Концептуально. Дайте теперь мне сказать, ведущий, все... Если мы вместе это сделаем, это будет полезно. Не буду слушать друг друга. Мы же сказали, что мы пойдем конкретным путем, по аргументам. Один аргумент, хорошо. Вы говорили о том, что вы боитесь, что это приведет к демографическому дисбалансу. Я поняла. Второе, то, что вы сказали, что это может нанести ущерб бизнесу, строительному, там, туристическому и так далее. Вы это озвучили. Я попыталась без вас озвучить то, что оппозиция очень часто говорит о том, что лучшие земли могут пойти под застройку апартаментов и так далее. Я хотела, и я думала, что вы тоже хотите услышать ответ на этот вопрос. Так ли это? Потому что это беспокоит нас всех. Хорошо. Ну хорошо. Давайте, что думает по этому поводу Кристина Константиновна, пожалуйста. Давайте коротко, потому что мы сидим долго и у нас еще много вопросов. Поэтому, пожалуйста, коротко, Кристина Константиновна, говорите. Что касается вопросов земли. Ну, понятно, что мы в данном случае исходим из того, что есть нормы Конституции. В данном случае речь идет о праве пользования землей. Это самый главный аргумент. Второе. Для того, чтобы возвести объект, в данной ситуации не только апарт-отели и апартаменты, соответственно, надо получить разрешение на строительство. Получить землю в пользование и получить разрешение на строительство.
Конечно, однозначно, и здесь никто не скрывает, что особый интерес будет проявляться к особо ценным землям. Да, у нас особо ценные земли – это 500-метровая линия береговая. Значит, общая площадь, да, общая протяженность береговой линии, как все мы знаем, это 214 километров. Да, я вот некоторые цифры все-таки уточню для того, чтобы было понятно. И мы же это не только между собой обмениваемся мнениями, надо, чтобы люди услышали то, о чем мы говорим. Возьмем в периметр своей оценки риска в категорию особо ценных земель, как и предусмотрено законодательством Республики Абхазия. Это 500 метров от береговой линии. Длина береговой линии составляет порядка 214 километров. Соответственно, речь в целом сейчас об особо ценных землях. Это 10 700 гектаров. Надо учитывать, что на данный момент у нас практически все города и районы расположены в основном в береговой линии. Кроме того, хочу обратить сейчас внимание на очень важную цифру. Вот мы же говорим, что мы в данном случае лишимся особо ценных земель, потому что тут придет большое количество людей и будет массовая застройка. Вот я могу вам сказать, что за период с 2008 по 2023 год включительно принятых решений, я только говорю о республиканском уровне принятия решений, о местных органах власти я не говорю. Принято решение о выделении участков под строительство и размещение объектов курортно-туристической деятельности составляет 310 гектаров. Это то, что уже на сегодняшний день наши граждане, в том числе путем привлечения каких-то инвесторов, имеют возможность возвести туристические объекты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у них уже такая возможность сегодня есть. И кроме того, они могут привлечь соответствующие инвестиции, имея право пользования землей. Это нашим гражданам интересно? Это точно нашим гражданам интересно. Дальше. Законопроект, в данном случае, да, мы сейчас пока говорим в общем, да, о том, что речь идет о 30 тысячах апартаментов. Сейчас никто еще решение не принял о том, это 30 тысяч, 10 тысяч или 20 тысяч. Это предмет обсуждения. Для этого есть депутаты Народного собрания, есть инициатива, которая будет, наверное, рассматриваться, обсуждаться. Я сейчас не беру ее как догму. Я говорю конкретно о предложении. Значит, речь идет о том, что мы планируем и внесли соответствующие предложения о 30 тысячах апартаментов, при том, что минимальная площадь должна составлять 20 квадратных метров. При средней норме застройки, к примеру, гостиницы с инфраструктурой на одного человека приходится 50 квадратных метров, а для санаторно-курортного комплекса 75 квадратных метров. Соответственно, на площади 1 га можно разместить в среднем 200 апартаментов. То есть речь идет о плотности застройки путем увеличения этажности. Таким образом, 30 тысяч апартаментов можно разместить на площади минимум 200 га. А если учитывать, что там необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, детские площадки, объекты услуг, питания, сервиса, быта и так далее, торговли, то можно рассчитывать условно на 300 гектаров. Я эти цифры не просто так привожу. Я говорю о том, что общая площадь земель, особо ценных земель, да, о которых мы говорим, я озвучила. В данной ситуации речь идет о 300 гектаров. Поэтому о том, что речь идет о потере особо ценных земель и об отсутствии доступа наших граждан и нашему бизнесу строить аналогичные объекты, речь не идет. Более того, здесь речь не идет о том, что мы разрешаем это строить одним инвесторам и не разрешаем строить это нашим людям. Слушайте, каждый человек имеет право и возможность привлечь инвестора, построить объект в соответствии с теми финансовыми возможностями, которые могут быть использованы в этом смысле. И в данном случае я не могу согласиться с этим тезисом. Не могу согласиться. Да, кстати говоря, еще имеет значение в данной ситуации, я думаю, что в принципе это предмет обсуждения. Коэффициент использования площади. Да, в данной ситуации это тоже можно использовать. Это тоже инструмент регулирования этого процесса. Если, понимаете, мы будем в принципе придерживаться политики просто отрицания, это не значит решение наших проблем. Мы должны, как мне кажется, с вами обсуждать эти вопросы. Нет, он не очень низкий. Я говорю, что он не сопоставим с тем уровнем, который сегодня есть в Российской Федерации. И мы к этому идем. Мы соответствующую программу готовим. Хорошо, все. Вы больше друг другу мешаете, честно говоря. Иван, не приходите на эфир с Алхасом больше. Хорошо, пожалуйста, прокомментируйте.
Константина Илхас. Абрака ужайба анклав хасабала. Хасхуци. Абра министр Урсто, министр Яра, убрака пицунда аризота кнайцфе верана, аз менеджер усылхит, абрака и харгуло, абра буси харгуло татып, абра зимаева, харахала бразига инфраструктура ахцо, афат баишта бразиги, абри абас ихо, а инфраструктура, абсна, кута, уи гектар лахыш гектар, уи, ну, пицунда абжо, хабхадзарала, абас ихацо, анклав хасабала, уи дара шахтаду, вака инхо ва абсыра, уи дара инфраструктура дары роуна, уи дара хунткара, ихаргыло пицунда якаро, акалак, пицунда зайбар, анклав хыш гектара юнацха, уи дара шахтаду, уи сара исхо, уи халаша, об яразакон ишохола, анклавка аргылара ялагот, исфирка, исфирка, анклавка аргылара шалагот. Апарт-отель Мушчу, уи дара ейт нас, авинук ракара нас идыргыло, убри анклав хасабалы алот. Нызки апартамент, коли айны шака. Пицунда калакече, пшнызик рааранхо. Увяхаб убри анклав хаисхо, юнызик раара. Юнызик уи апартамент ко хабхазарала югозар, хынт ну хвика таачаракны югозар, хыш хны ну аше рана бишфи раара. Бишфи апартамент. А бишфи апартамент. А усура урыдрым клозар, ухучи школах дузым швазар, дарай златовой шуксики аломова. Аюнуцкай а закану зиги мамам лазак, а хуч бахчеги алот. А зиг алот уй аюнуцкай. Давай, я сбор дезинформация. Аха, нам это ваше подождите, не соответствует это информация харах гуй топ абра абас аргылараха хара яхбаз лапшаба убряштах сарисху бишфи аше апартамент ко джараги алар уй хнызиквик юнызиквик джараги алар уй анклав зами уй акалак ичыцу акалак апсна юдыцка акалара абзами Ну, это халифанка. Это апхана турист шанайлак, апхана турист шанайлак. уй атрюс данцы Дарашоп хахат артги ауитах, да шапытрак инхотах инцур. Вы читали закон? Скажите, вы его читали? Мамо, вы его не читали? Не читали вы законопроект? Не читали вы законопроект? Мамо, я вывод такой, исходя из того, Теперь я хочу знать по поводу анклава. Объясните, пожалуйста, есть такое вот? Да, объясните, пожалуйста. Умрит зуста создырдзум згабк яша зухин умакалхит. Избанзар сара илхит аумалхит зхусхау. Затра насу зубаси сархун анклав уй яхзуб. Сатама заурусфил исход. Это когда есть одно государство, и его на территории одного государства другое государство. То есть государство в государстве. Яра, Сатамас. С точки зрения того, что она сказала, с точки зрения формулировки, анклав как какое-то новое государство внутри абхазского государства, это какая-то фантастика. Она сказала не то, что хотела сказать. Она хотела, что сказать Кристина Константиновна была там. Конечно, это часть ее информации. В данной ситуации речь идет о площади застройки.
вообще даже обсуждению не подлежит, анклавом, не ацгабилхаз, это даже не обсуждается. Вы считаете, что она не то слово Конечно, подобрала? она не то слово подобрала. Теперь, почему я говорю о знании, да, там, законодательства? У нас в рамках нашего земельного законодательства есть такие возможности, они прописаны законом. Это возможности прохода к тому же берегу. Конечно, да. конечно. Сколько, какая дистанция, если мне память Нет, не это изменяет, доступность если мне память пляжа. не изменяет, 500 метров. То есть сделать так, чтобы у нас будет, там, не знаю, каких-то там 100, 200, 300, это сегодняшнее наше законодательство это не дозволяет. Поэтому говорить об этом риске нецелесообразно. Можно я задам один вопрос? Задать вопрос не мне. Вот там, я хочу вопрос задать, но я пытаюсь не мешать вашей дискуссии. Еще один вопрос, который очень волнует наших граждан, простых граждан, и оппозиция, кстати, озвучивает это часто, не знаю, почему вы сейчас об этом не сказали. Грузины с российскими паспортами смогут здесь покупать жилье? Категорически А вы можете нет. зачитать требования и ограничения, Аргументируйте, которые у нас... пожалуйста, я почему коротко. не могут? Что в законе сказано, в законопроекте сказано об этом? Тезисно нет, это прямо запрещено законом. Запрет на приобретение апартаментов или апарт-отелей распространяется на лиц и членов их семей. Запрет. Выступающих против независимости государственного суверенитета, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя, лиц, создающих угрозу безопасности Абхазии, лиц, принимавших участие в боевых действиях против Абхазии в 1992-1993 году, лиц, оказавших содействие оккупационному режиму в период 1992-1993 года, являясь должностным лицом государственного органа иностранного государства, если лицо приняло решение, нарушившее права и законные интересы граждан Республики Абхазия, тоже запрет. И принимавших участие в боевых действиях против Абхазии после 1993 года. Хорошо. Все запреты здесь Можно заложены. я повредничаю? Скажем, если вдруг Меладзе, который гадко высказывался об абхазах, об Абхазии и так далее, захочет купить у нас апартаменты, мы его точно не пустим, государственной регистрации Нет, мы не ему будет. дадим Но возможность и если, возьмем в плен скажем, здесь. российский гражданин грузинской национальности, который никакого отношения не имеет к Абхазии, а он для нас не опасен, он ничего не озвучивал, он ничего не делал вроде бы. Вот что-то должно быть в законопроекте, которое нас и в этом случае может обязательно. А если он сегодня построит здесь гостиницу? А если он сегодня здесь гостиницу можно построит? ему дать построить гостиницу здесь? Категорически нельзя. И мы в рамках как службы определить госбезопасности... Этим занимается специальный Служба орган. госбезопасности Абхазии на границе устанавливает... Регистрация юридических лиц. Конечно, мы блокируем на уровне границы и уже потом на уровне Минюста. Противоположные по смыслу справки об одном человеке из одного органа. Вот лично я сам видел, это не единичные случаи. Сейчас мы не должны с вами компетенцию наших органов ставить под сомнение, вы здесь не совсем корректны. Лхаца, ардала, акарту ирдала, а факту. Да. Ами, ларад уи излаудруе, лхаца, ларад урсу, лхаца ардала, акартуар, излаудруе. У нас есть служба госбезопасности, которая этим занимается. Служба госбезопасности, убри, а усруратумси, и какой-то отсюда книгу. Лхаца, ар дала на картуар, дала на до. Безобразие. А до пачку остановил борца. Давайте Ко мне, знаете, как пришел человек? Так у нас проблемы вообще... Я этого не знал, ко мне пришел человек, уважаемый человек, и попросили помочь ему с наследством. Ну, с ним был уважаемый человек, ветеран, сейчас имена не называю. Я, разумеется, ветерана увидел без Если позволите, вообще я хочу, а потом чтобы выяснилось, что он коллаборационист. Господин министр юстиции, чтобы вы разъяснили еще один очень важный вопрос. Я совершенно недавно прочитала, кстати, интервью или комментарий бывшего депутата Народного собрания Чермагуа. Леонида. Да, прочитала, и мне самой тоже очень интересно, потому что, вы видите, мы с Ливаном историки, мы не юристы. У нас есть
юристов, я не знаю, Иванович как скажет, но я считаю, что мне все время юриспруденции не хватает. Может быть, это и лучше где-то, я не знаю, потому что мы начинаем больше жить своей историей, нашей биографией общей для всей страны, народа и так далее. Мы вот Ирина Шадан, мы в хорошей компании. Владислав Григорьевич, наш основатель. Историков историк, много, да, так что у нас да, хороший. и вот знаете, вот, что, о чем речь идет? Вот Леонид там говорит о том, что соглашение о взаимном признании судебных решений, которое было подписано в марте текущего года, имеет прямое отношение к законопроекту, который вот вы отправили в парламент. Он говорит о том, что в России давно уже национальные законы, свои законы имеют приоритет над нормами международного права, да? Что у нас в Абхазии этого нет, и поэтому, если вдруг россияне, которые приобрели, скажем, ну там, тот же апартамент, это уже говорит другой человек, вроде бы другой оппозиционер, но человек, который приобрел апартамент как коммерческое помещение, но через определенное время, скажем, он хочет превратить его в жилую площадь, да, в жилье. И он может в России у себя по месту прописки, типа, да, вот начать судебный процесс, там обратиться с иском и так далее, добиться судебного решения, а потом с претензиями к нам, и что мы должны исполнить это решение. Насколько это правильно, это стращает людей. Алхаз Утарович, сам снимешь этот вопрос или мне сказать? Сам снимет. Сами озвучили, сами. Что это нельзя переводить, но учитывая такое вот само Нет, направление нельзя, нашего скажем, у нас законотворчества, написано, если, да, исполнительной власти, что, скорее всего, сам закон будет изменен, и его переведут, наверное, в жилое, чем вот это все он будет проходить через эти все процедуры там, судебные в России, что нереально негативный сценарий развития. Нет, ну а что, изменить закон нельзя? Ну, вы хотите либерализовать рынок? О приоритетах, пожалуйста, международное право, нормы международного права и наше законодательство. Вот это разъясните в двух словах. Я сейчас тоже, с вашего позволения, чтобы вы не делали мне замечания, лекции точно читать здесь не буду и не собираюсь. Значит, что касается приоритета норм международного права в Российской Федерации, эта история хорошо известна. Там речь идет о том, что исключительно по тем вопросам, которые нарушают публичные права Российской Федерации в рамках исполнения решений международных судов, и это исключительная компетенция Конституционного суда. То есть говорить о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации есть приоритет норм национального законодательства, да, не применяется, об этом говорить есть большое количество статей на эту тему, их можно посмотреть, поэтому в это я не углубляюсь. Теперь, что касается подписанного соглашения о взаимном признании и приведении в исполнение судебных арбитражных решений, здесь история точно такая же. Мы целую передачу в прошлый раз провели, вот здесь Алхаз Утарович... нет, вас на ней не было. Да, значит, целую передачу провели, на которой подробно тоже я рассказывал о том, что, и сейчас просто повторяю, да, коротко, что данные объекты будут находиться на территории Республики Абхазия, организации будут зарегистрированы здесь, субъекты будут здесь, объект здесь, объективная сторона из в рамках законодательства Республики Абхазия. В данной ситуации другие нормы здесь не применяются. И соглашение, вот это соглашение, о котором вы говорите, в этом случае применяться не будет. Этот риск тоже снимаем. Ну, как бы, сколько можно Хорошо, давайте 2 минуты. Да. Ну, что я хочу сказать. В принципе, мы выслушали аргументацию, поговорили, но, естественно, мнение не изменилось. Понятно, что суть этого закона категорически противоречит интересам абхазского народа, абхазского государства. Такое большое количество иностранцев за несколько лет просто наша страна не выдержит. Естественно, мы не против инвестиций, мы не против апарт-отелей, мы против подхода инвестиций ради инвестора и инвестиций ради обогащения какой-то небольшой группы людей. И, соответственно, такой дисбаланс, он не может длиться долго, когда такие проблемы
как язык, суверенитет, местный национальный предприниматель, они на втором плане, и постоянная речь о инвестициях, о инвесторе, причем прямой выгоды ни народу, ни населению, ни государству, прямой большой выгоды не видно. А риски демографические, политические, экономические, социальные, ну, как вы думаете, если доля абхазского населения в стране будет падать, это хорошо скажется на социально-политическом климате в стране. По-любому это будет негативно. Плюс еще большое, огромное количество наших соотечественников, сограждан, которые резко выступают против такого единовременного изменения ландшафта Абхазии, да, во всех отношениях. Естественно, и готовы оппонировать этому многими способами. И это на данном этапе тоже не улучшает нашу ситуацию. Давайте думать о каких-то наших внутренних вопросах. Вот как Кристина Константиновна сказала, что стремление хотя бы до России, Китая, дойти в администрировании. Когда мы решим эти вопросы, когда у нас появится какой-то ресурс, чтобы участвовали в этом. Да, это же ресурс, есть же потребность, вы сами искали, кто-то хочет купить, ну, надо сделать так, чтобы этот ресурс не был моментально разобран, чтобы наши граждане получили прибыль с этого в первую очередь. Не ставить под риски их сегодняшнее благосостояние в виде малого, среднего бизнеса и, естественно, укреплять наши национальные задачи. Нельзя за один раз отказываться от задач национально-освободительного движения абхазского народа. Ни в коем Мы случае. должны очень к этому вопросу относиться со всей вот, ответственностью. насколько Поэтому я мое предложение отозвать временно данный законопроект, пересмотреть государственную политику, стать более абхазоцентричным, ориентированным на граждан Республики Абхазии. Вот что я хочу сказать. А зачем его отзывать, когда можно... А народу Абхазии, Я, насколько заметила, все-таки готовы обсуждать очень многие Да, вопросы да, вот очень из этого предметно. положения, поэтому, Мамон, Нет, я обращаюсь к Алхасу. Вот никто не говорит, что вот сегодня вечером надо парламент собрать и принять этот закон. И вот из того, что я мониторила, то, что я изучала, вот общественное мнение, есть несколько точек зрения. Вот одни считают, что надо принять этот закон, и в конце концов мы живем в 21 веке, надо исходить из экономической целесообразности и так далее. Есть другая точка зрения, категорически не принимать этот закон и даже не допустить обсуждения парламентом этого закона. Я вот за Есть вот эту другая точку точка зрения, несколько, может быть, похожая на первую, но все же отдельно. Говорят о принятии продуманного закона, продуманного. А продумывать можно 10 дней, 20 дней, полгода, год, и такое тоже может Ирина случиться. Шутановна, извиняюсь, я говорил не о продуманном законе, я говорил о продуманной государственной политике. Когда мы снимем многие угрозы, когда мы укрепим свои институты. Нет, Алхас Сатарович, у вас были хорошие конкретные предложения. Это была конструктивная беседа. Это были конструктивные предложения. Каждому спикеру по одной минуте, завершающее слово вы скажете. Если можно, потом я тоже скажу свое слово по поводу того, что вы говорите, что государственная политика нужна, стратегия нужна. Что-то я тоже думаю, себе позволю это сказать, потому что я знаю, что так можно постоянно с уверенной улыбкой провальные решения в этом вопросе. Пожалуйста, вот... Коллеги, я банальные вещи скажу, но тем не менее, Абхазия независимое государство. И наша самая главная цель и задача – это создать хорошие условия жизни нашим гражданам, гарантированный социальный пакет, обеспечить безопасность нашей страны и, самое главное, в том числе финансовую безопасность. Понимаете? И в этом смысле, как мне кажется, государство должно стремиться к решению этих задач. И здесь, я думаю, все с этим согласны. Я сейчас не пытаюсь популизмом заниматься, но тем не менее.
И в данном случае эта инициатива – это в том числе решение этих проблем. В данной ситуации речь идет о решении экономических проблем, финансовых проблем. Любая инициатива имеет право на жизнь, она имеет право на обсуждение, она имеет право на доработку, и в данной ситуации никто не говорит, что данный проект – это догма и это рецепт решения всех проблем. Мы говорим о том, что это позволит нам изменить ситуацию. И мы призываем в данной ситуации не отрицанием заниматься, а предметным обсуждением данного проекта. И любые инициативы, которые могут быть направлены в том числе для нивелирования каких-то рисков, а они действительно есть, об этом общество говорит, и никто не стесняется это выражать, мы готовы обсуждать на любых площадках. Давайте говорить конкретно. Мы можем говорить долго, если будем говорить об общем, но я призываю все-таки говорить о предметных вещах. Самые главные риски здесь были озвучены, и озвучены были и до нас. Давайте говорить о них предметно. Но отрицать очевидные вещи, что это экономически выгодно, но это неправильно. Поэтому давайте так, вы же выступили. Вы же уже выступили. Поэтому я призываю все-таки к предметному подходу к данному вопросу. Спасибо большое, Андрей Львович. Но вы же мне говорили, что вы будете последними заканчивать, чтобы не получилось, что последнее слово достанется власти. Нет, последнее слово мне достанется, кстати говоря. Анна Львович, к большому сожалению, Ирина Шотовна, сегодня очень многое не удалось сказать. Значит, попытаюсь резюмировать те мысли, которые были у меня в голове. Значит, мысль номер один заключается в том, что у нас уже есть общественные отношения по строительству апарт-отелей, нерегулируемые общественные отношения. Я абсолютно уверен и считаю, что если мы на сегодняшний день не займемся регулированием этих апарт-отелей, которые у нас есть сегодня, завтра мы сможем столкнуться с проблемой, когда будут коллективные иски на гражданство, на изменение целевого назначения, поменять с коммерческой на жилую недвижимость. Вот в этом случае, если мы не примем смелого решения по регулированию апарт-отелей, мы можем столкнуться с проблемой. Если мы, вторая мысль, сможем в рамках общественного консенсуса с привлечением экспертов и специалистов сесть, я абсолютно уверен, что такие силы в нашем обществе есть, их большое количество. Если мы в рамках консенсуса сядем вместе, проработаем и нивелируем то, что кто-то считает рисками, и сможем сделать этот законопроект и эту идею концептуально полезной для нашей страны, мы, граждане и все, только окажемся в выигрыше, потому что мы нивелировали те проблемы, которые могли изначально возникнуть в связи с неурегулированностью этого вопроса. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста. Ахас уже сказал. Я скажу. На самом деле, я еще хотел добавить несколько вещей. Никто из нас не против апарт-отелей. Апарт-отель – это один из видов туристических объектов, и не вижу никаких проблем в апарт-отелях. Речь конкретно о программе привлечения собственников в виде физлиц, иностранных физлиц. И это очень опасная, рискованная затея. Единственное нивелирование этих рисков – это отзыв этого законопроекта и возвращение каким-то к нему, я не знаю, я вообще изначально против, но можно вернуться, когда мы укрепим наши институты, можно вернуться. Редакция невозможно? Нет, редакция невозможна, в принципе. Можно, я не знаю, вместо него написать закон о туристической деятельности и внести туда апарт-отели и так далее. А именно вот так, это не повестка абхазская, ни президент, ни депутаты парламента, когда шла предвыборная кампания, никто из них не предлагал такие меры, никто не говорил, что это нужно сделать. Это появилось как-то, да, это совпадает с определенной риторикой со стороны исполнительной власти. Но когда мы видим строящиеся гостиницы и так далее, это одно, это нас радует, мы в принципе нормально к этому всему относимся. Но тут внутри реальные риски и угрозы, которые могут быть необратимы. И естественно, то есть даже если предположить, что, допустим, давайте предположим, вы правы, хорошо, а если мы правы?
Вы представляете, какая катастрофа? Давайте взвесим свои позиции. А это невозможно взвесить. Это Мы невозможно же вас к этому взвесить. призываем. Это невозможно взвесить, потому что риски такие катастрофические, что это мы реально на пороге. Мы очень серьезно относимся к этому Я понимаю, вопросу. что Алхаз вы озвучиваете. У нас Мы непримиримые слышали от нас позиции. национальную конференцию, общественную организацию. Да, и да, мы, кстати, уважаемые, предлагаем... Я поняла, что есть с чем работать, это очень важно. Да. Несмотря на то, что в какие-то моменты вы создаете нам такую ловушку, такую непонятно, все плохо, отозвали и закончили. Да. А потом вы говорите немножко другое, может быть, вот это Что другое немножко интересно. другое? Да. Ну, не совсем. Вы говорите, отели, апарт-отели это хорошо. Апарт-отель это отель. Вы так говорите. Апарт-отель это хорошо. Но апартамент, то есть это что, это подмена понятий. То есть как нет? Никакой подмены там нет. Написано, сейчас заново начну. Написано. Как физически или в гостинице, что номера на физические лица туда оформляют? А что не получится? Будем потом анализировать наши высказывания. Сейчас у нас мало времени. Исхарцистаху шай апсуа псышал ими пахгалап хальныцхат без царам. Харахабызша зигяхо. Анши хайтаз хабызша зигяхо. Уяда псуха ахей курхара убрёб хабызшоп ва псуха хамазам апсуа апсша. Уека. Юба. Апартамент каакажна. Диаспора. Хасхуц. Абарт. Хапсуа. Ганин хабхаб. Излахал шола. Абряус хадгылаб. Торги увичихо шио. И нырба. Ашарта нырба. И чихет. Уиги ахи хархаб. Урт рыда харапсуха хамадзам. Урт рыда хабхадзара. Аларса зухан диаспорада псуха хамадзам апсны ягана инхан абри рынхара о брабхиргылана министр экономики, министр юстиции, апсуа телехопша, а президент хыккыс рабхе иргылана их ацату убрёк. Убри наукршена абраа это жак сход хашца трактулан бе Абхара арештит, зики ашех не випшба вик рнапацевина. Зики ашех не випшба. Хаджира накалас. Ашукс якурша. Абра вяко письо ирхас. Харабревиз за закон на проект азцара ацвер городскаге. Химцгуб хай хабхадзот. Хабсадгил схакузцаз. Хцейцаги дамрахыла яхарсует ха. Хасхуцвы. Убрекан шай апсуара хатгалап, апсуа бызша хатгалап, апсуа милат хатгалап. Сергей Леон сидгылана псышал исхотна сгуана гара сыбзырвита амчрахын пиго хатарнак чеге позицияге амчрахын пи его хатарнак че харфу зелыскайта ха оппозиция хын пи альтернатива смахайт апартательку бзим зарги хайкшагла хайэкономика эйтазго хайэкономика ирласна ирлас ну вы бзёб ишима зар бзёб даша тема кайхчи и чудахга баха арадаги я хапия эфириала гдзанадаги а сайт корджома гертаку гылара корджома я реферфи платформа корджома уизги абарта апартательку апартаментку чейдза маха иғоб дашакы абас ярласны экономика зырчьёха макяна з и конкретту сара исмахадзац ахаубрияна исахауэт и хамо проблема ко яхаидзбату арбджермчко ирза
иазааргӡаны, аҵарадырра иазааргӡаны, аинфраструктура иазааргӡаны, иара бызшәа ахьчара иазааргӡаны, зехьынџьара иаҭахуп афинанстә цхыраара. Иара аеропорт аартрагьы зегьы иаҳҭахуп, аха убри аанаҳазхәыцуам, убри асамолиот иҭатәаны абрахь иаауа ауаа ҟоума ҳәа. Изхысҳәаауа сара сгәыдлахала изхысҳәаауа сара иахьа иҳамоу апроблемақәа иаарласны иҳаӡбарц азыҳәаны аԥара аҭахуп, аха убри аԥара даҽакала иахьынтәи ааҳгаша апартаментқәа ҳарнахозар, сара исымбаӡеит. Убри ааны сара исыздыруам, ҳара ҳауаажәларгьы ирҭахуп аԥсҭазаара бзиа, даараӡа акритика ҟарҵоит, ҳаулафахәы маҷуп, ҳпенсиа маҷуп, еиӷьу аԥсҭазаара ҳҭахуп рҳәоит, иахьа ирҭахуп ауаа аԥсҭазаара бзиа. Ага, Сергей Сусферчки. Сергей Сусферчки. Зеги зхаралю амика йоп, есымша ачинуа эфира хинахго Ливан Дасуп хелот психолог чажот заги апсхагуп дыратара корчанаги qanpi сара акык иба камал есымша сажа ауп уй граниш самуздроя. Абри зны ааигәа ҳанеиқәшәоз Леуан, ҳанеицәажәоз абра сара сҭыԥ сусраҿы, ус еиԥш сҳәеит, уара сара есымша агәҭыхас исымоуп, имаӡаны, ицәыргакәа ауаа, ҳара иаҳтәыла ауаа мааны аҩнқәа аархәот, адгьылқәа, участокқәа аархәот, абри иаанкыланы измо ирацәаны аԥсуаа, аквартирақәа змо, аҩнқәа змо, адгьылқәа аанкыланы измо, ахәқәа нахьынӡа ихацаланы, ирыԥшаауеит мҩакы, убарҭ ауаа ааганы, иахьынтәааз узымдыруа, угәылацәа иааукәыршан, аԥсуаа дыҟаӡамкәа, сара лҩыза хәыҷык саниашәа соуп. Абри аҟалара иаҿуп, абри изахымцәажәои ҳәа, абри шәзаламцәажәои шәаргьы анысҳәа, уи аҿынгьы ҳнеиуеит ҳәеит. Абри акоррупциа ҳамҳәо, сара иџьасшьоит, ақыҭараҿын атәымуаа ааины иануланха, урҭ уара исҳәо акәӡам, сара исҳәоха, уҵаарами, шәаазгада баба. Иҟалеи ауаа рџьынџьқәа аԥсуаа, рџьынџь ҭыԥқәа аҭира иалагеит, иааганы шьоук ndырхот, ҳқыҭараҿы анап ҳҭацқәа ахьыҟоу аԥсуаа зегьы шеиланхо акәымкәаны, иахьааз узымдыруа, изусҭцәоу узымдыруа, ирхәыцшьо узымдыруа, шьоук ааины анхара иалаго ҳқыҭақәа ирацәаны, шықәсы рацәала абри апроцесс цо. Излаархәои, иаархәама, оформление ҟарҵама, ишԥаҟарҵеи, абри аҩыза мҩаԥысуеит, абри раскьа Гулрыԥшь араион адепутатцәа ус еиԥш рҳәеит, апартаментқәа ҳҭахым, ҳаҿагылоит ҳәа. Уара ашәара сҟак шәымазар, ари абжьаракы шәабаҟоу ҳәа сҵаар сҭахуп, сара урҭ аҷкәынцәа изусҭцәоу сыздырӡом, аха исыԥшаауеит срацәажәо. Гулрыԥшь араион иаԥсоу ахарҭә еиԥш аҭагылазаашьа аибашьра ашьҭахь иҳаман, шәалаԥши ақыҭақәа рҿын, шаҟа дгьылқәа аахәаны атәымуаа инхо изакәу жәбап, иаазгода, аԥсуаа роуп иаазго. Абри инхан ирымоугьы, убасҟак аахәо дырцәгьо, аԥсуаа изаахәаран дыҟаӡам, иазыԥшуп анхарҭақәа рыҭира азыҳәаны азакәан анрыдыркыло ҳәа. Шәара апатриотизм шәыԥшаар шәҭахуп, дара ирҭирц рҭахуп. Ахәра рацәаны иазыԥшуп азакәан аныҟало. Уи азакәан анхарҭақәа рыҭира, продажа недвижимости сара иасымшагьы саҿагылоуп. Иахьа иаҭахаргьы, уаҵәы иаҭахаргьы саҿагылоуп. Уаха убарҭ азҵаарақәа убригьы шьҭыхтәын. Абри апартаментқәа абас акәымкәаны, хала акәымкәаны, убри азҵаара раԥхьа ишьҭыхны, убри азгәаҭарақәа мҩаԥгазҭгьы, ԥсышәала маму, уи шәа шәакәӡам имҩаԥызгаша, сара сазхәыцуеит, уи мҩаԥгатәуп, избанзар имариоума аҭҵаара, изусцәа иааз, иарбан зину ирымоу, абраҟа изынхози, урҭқәа зегьы ҭуҵаарц, уи рацәа хылҿиааргьы ҟалоит, имариахаӡом. Ҳара ҳхазыҳәан апроблема уажәнатә иаԥаҳҵахьеит. Аха абарҭ ашықәсқәа зегьы аӡәгьы убри иахимҳәо. Абыржәы апрезидент данныҟәоз аизарақәа нымҩаԥигоз араионқәа рҿын, араионқәа реиҳабацәа раԥхьаӡа акәын иаартны, сара Иура Хагәышь сизыӡырҩуан,
وحنسحن يا حوزقي يا تشرقن يحيط ويا رجلك يمحيط ممزرها أمليار زرحاز دقو بابسوا أميتين كورخ وحرزك رابخة قلن دنيوه رابخة دنيوه ديريش باقي تي بارا أبراك حنت كارخ كابيكا عم قد زاكو يريتيت يرا دي مليونيرخه وسي بشيقو патриотизм сариста хдзан. Абри апартателя нырхалаге шука конкуренция сырпхедзот абри янкыланизмо изтирцы стохо аха азокан язбшуха азокан язмшука атираги изсхо абри убас юхит алхас ахунткар политика заробха абриагана хало брякынпе. Вообще вопрос недвижимости сложнейший для нас, тяжелейший. И вообще эту сферу надо рассматривать комплексно, вкупе, наверное, с какими-то другими важными вещами тоже у Брякотпи. Можно было бы, я так думаю, создать в парламенте, не знаю, как это будет называться, но комиссия, ну, да, удрома, ну, хорошо. Комиссию, смотрите, Ливан, я не знаю, для меня важно твое мнение, но комиссия по изучению, может быть, миграционных процессов на территории Абхазии. Не, внутренняя миграция, ладно, тоже надо знать. Внешнюю миграцию. Урысфилась в Харкистах, зампсофила пишесхоха. Убрит цаны, убриагана халаге. А сукан хада хкалома до чакахтома, а комиссия усуряла, гар убриак маханеева заракха. Убарт хозыгей циларо, пияцара, а диаспора цара, Ливан Ихес, и Мариет зам сарай, гос расушун. Урау он рашу жузенаку создромаха. Дара захуску маншала на и маренги ихат заместочный фейчавио зарюбу зарабхат муцху оптимизм ахаусутуп и иткылана абартку заги иткылан яныга хцала кабре апартамент куйрачфёги драчфёзом уянибо ихаду сара корчан хчана ханибо ахаубрака ахчаразах нига хцашарацоп. Я завершаю, по-моему, я утомила вас. Мы вообще работаем в таком помещении абсолютно некомфортном. Здесь очень жарко, должна сказать. Вообще, да. Но спасибо, ребята, что вы все равно выдержали нашу коммуникацию сегодня. Это было непростое общение. Мы тяжело шли на это, потому что мы знаем, это очень чувствительная тема. И за каждым нашим словом... Я еще одно хотел сказать, все-таки вот я из исполнительной власти обращаюсь, и реально, чтобы провести вот эту дискуссию, да, очень много сил пришлось приложить, и много ходили к Ирине Шутаевне, и к Анне. Поэтому все-таки я считаю я считаю, что очень хорошо, что мы организовали именно вот такую площадку с участием чиновников. Вы сами говорили, что детально хотите о чем-то поговорить. Возможно, с нами это не удалось вам сделать. Есть и другие люди, и может с вами тоже потом. Давайте будем завершать свои работы. Студии. Что нам с вами все-таки удастся более предметно поговорить о конкретных деталях, о конкретных моментах, о том, что здесь реально можно обсудить. Да, и вот, наверное, я скажу завершающее слово такое. Вот все-таки я очень хочу надеяться на то, что общество понимает, что мы должны быть аккуратными с ресурсами, со своими ресурсами. Но сидеть на развалинах тоже не стратегия, я так думаю. Надо развиваться. И вот одна мысль, которая недавно пришла, у исполнителя, поскольку вот вы видели, с каких нарезок мы начинали. Оппозиция во время оппозиции, она занимает одну позицию, когда власть, она оказывается совершенно на другой площадке, и поэтому у исполнительной власти и у парламента непростое положение, скажем так. Им недостаточно быть патриотичными, им нужна прагматичность в стремлении развивать страну. Это был прямой эфир на Абхазском телевидении. Спасибо всем, до свидания. Спасибо.